Гвоздистояние – это известная древняя практика. И если раньше считалось, что ею овладеть может лишь опытный йог, спустя много лет практики, сегодня гвоздистояние очень стало популярно и у нас в столице. И в принципе, да, если найти хорошего практика, такой интересной историей можно овладеть буквально за один сеанс. Сегодня в рамках проекта «Испытано на себе» мы попытаемся окунуть вас в этот мир, ну и, конечно, испытать все на себе. Испытано на себе. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень интересное имя, очень интересная сегодня тема у нас для обсуждения, да? Но давайте для начала все-таки поговорим о этой практике, в первую очередь о том, с какими мыслями человек должен прийти на состояние такое интересное, либо лежание, да, еще есть. Начну с того, что как я пришла на эту практику, да, у меня был большой такой жизненный стресс, и мне нужна была какая-то психологическая помощь. И я, когда наткнулась на гвоздистояние, как работает проводник с доверителем, с человеком, который пришел, да, и за один сеанс можно глубинные проблемы человека решить за одну сессию, да, получается. И тогда я заинтересовалась, потому что в моей жизни таких ситуаций было много, где я хотела именно поддержку такую, да. И я тот человек, который любит сейчас и такое время, когда все быстро должно, как время убыстрилось, да, и результату хочется быстрее все это получить, да. И как я веду эту практику, да, я веду как духовную практику, то есть это улучшение психоэмоционального состояния человека, проработка обид, страхов, каких-то убеждений, которые мешают дальше развиваться человеку, да, и, конечно, это работа с энергией. 80% заболеваний это природа психосоматика. То есть все идет с каких-то наших невыраженных эмоций, где-то мы промолчали, да. Поэтому, когда человек приходит на эту практику и проходит эту практику, да, там глубоко очищаются его энергетические каналы, которые, конечно же, отвечают за какое-то заболевание, которое связано с психосоматикой, может быть, да. Но я скажу, что артрит – это такие воспалительные процессы, а при воспалениях гвоздистояние нежелательно. Конечно же, глядя на эти досточки сейчас, сначала первое ощущение, конечно, страх, да. Ну, помимо этих мотивирующих надписей, да, там «будь с собой», «ты можешь все», да, все-таки мы в первую очередь видим, что это опасная вещь, да, и мы видим, что гвозди у нас тут разной длины, разной высоты, да, и разного материала, да. Давайте поговорим немножко про разницу, какими они бывают и с чего нужно начинать, с каких? У меня в основном оцинкованные гвозди. Оцинкованные, они долго служат. То есть они хорошо выдерживают коррозию. То есть при хорошем уходе, правильном уходе, да, они могут даже перейти через поколение в поколение. Высота, да, гвоздиков, да, мы видим, есть совсем какие-то маленькие, да, там даже полсантиметра, да, а какие-то гвозди прям очень высокие, там 2-3 сантиметра. А это влияет на болевые ощущения тоже или нет? Да, конечно. Тут, смотрите, есть высота, расстояние между ними, да, и форма. Ось заостренная, кругленькая. Да, форма такая прямо, да. Тут уже мы видим, как обычные гвозди, которые строительные, да, форма такая ограненная с 4 сторон, и она больнее заходит. А это такая гладкая, как конус, да, называются гвозди-пули. На них легче стоять. Бамбук есть у меня такой, это очень дорогая доска, потому что она самая легкая. В России делает один человек, да. Я ее купила для себя попробовать, но я на них не ставлю людей.
Но это все больше про теорию, да. Давайте уже перейдем непосредственно к практике, с чего начинаем, да. И, кстати говоря, перед тем, как мы все-таки начнем уже, да, необходимо поговорить о том, какие бывают же противопоказания. Это очень важно, потому что я знаю, что есть определенные заболевания, да, при которых категорически нельзя приходить на подобные практики. Что это? Это эпилепсия, онкозаболевание, когда человек при высокой температуре или воспалительных процессах он не должен проходить вот эту практику. Ну, временные такие, да, ограничения. После инсульта, инфаркта тоже нельзя. Можно только по истечении 6 месяцев и то после консультации с врачом. Если вены, если варикоз есть операбельный, ну, такой серьезный, да, тоже нельзя. Ну и, конечно, высокое постоянное вот давление тоже опасно. Все, хорошо. Я вроде бы ни под одну из этих категорий не подхожу, поэтому здорово и, собственно, хотелось бы уже приступить вот к самой непосредственно практике. Ну и, конечно, как вы уже сказали о том, что в первую очередь нужно доверять своему проводнику, да, даже вот у вас даже терминология такая, вы проводник, а я доверитель, да, то есть я должна вам полностью довериться, ну, собственно, я готова. Испытано на себе. Ну, начинаем практику, и практика у нас начинается вот именно с очищения. У вас аллергии на запахи нету, да? Нет, нет. Это что вы сейчас поджигаете? Ага. Это пало-санто, священное дерево, которое очищает, подготавливает к практике. Вам сейчас нужно расслабиться, полностью погрузиться в себя, в свое тело, оставить свои мысли за дверью, напряжение. Ага, сделайте вдох и сделайте выдох ртом. Ага, Дарья. Закройте глаза, руки вот так, ладонями вверх. Сделайте вдох носом и выдох ртом, выдыхая звук ха. Начинаем расслабляться с макушки головы до пяток. Здесь безопасно. Все внимание на себе, на свое тело, на свои ощущения. Посторонние звуки. Позвольте им просто быть. Мы сейчас будем обрабатывать ваш ум. Я буду рассказывать, насколько это безопасно. Да? Вот гвозди, они все одинакового роста, одинаковой высоты. Ага. Тут делает специальный ЧПУ станок, лазером вот делаются дырочки, да? То есть расстояния, они все одинаковые. Когда человек наступает, заходит на гвозди, встает, да, вся площадь вот веса, да, она распределяется по стопе равномерно. То есть нигде у вас не будет там, чтобы вы там проткнули ноги, там кровь и так далее, да. Но ум и по ощущениям будет такое, что у вас там все уже там все в крови. Короче, нужно бежать. Ага. Ум будет так вас настраивать, ага. Против вас работать, да? Угу.
Они обрабатываются до и после гвозди, да. Есть специальный вот антисептиком тоже обрабатываются, то есть все безопасно. Первые 3-5 минут это болевые ощущения, и вы должны понять, для понимания, да, что у нас прошлое всегда тянет. Когда вы стоите на боли, ну когда вот болевые вот ощущения, они равняются с прошлой жизнью. Вы выдыхаете, вы можете вот проявлять эмоции, как вам хочется найти ноту. Ну, ноту — это звук, может быть, да, пение, может там выдыхание, могут быть слезы, да. Бить меня нельзя, ага. И за это время вы проживаете вот то, что у вас какие-то блоки, они вот у вас есть, вот это все и очищается. А цель заданная, она изначально будет вас к себе звать. Сразу вопрос, а сколько должен человек стоять вот, ну, в процессе, ну, вот минут вообще в идеале? По-разному. Есть люди, которые стоят больше часа, 40 минут, 20 минут, да, но энергетические каналы, они начинают уже очищаться с 5-й секунды. То есть как вы наступаете, там уже начинает вот меняться вот ваше поле, да? Ну, то есть очень глубинные здесь мысли, да, должны быть, и вообще подход к этому должен быть, да, не с точки зрения вот просто как эксперимент, да, и вот попробовать постоять, ощутить, передать, нет. Все-таки в первую очередь человек, когда приходит сюда, должен понимать, что это все про внутреннее состояние, да, про эмоции, про душу, да, а не про физиологию и просто какой-то эксперимент на слабо, да. А слабо, не слабо, постою, не постою, нет, да. Все-таки это больше про другое. Поэтому будьте внимательны и, соответственно, приходя сюда, вы четко должны понимать, зачем вы сюда идете. Ну, давайте выберем доску, на какую вы хотите, да? Что-то мне подсказывает, что так-то. И вот не скажешь же, да, что вот там, где маленькие, да, и тут, где большие, что ощущения совершенно разные. Нет, мне кажется, наоборот, вот где побольше, повыше, они как-то площади как будто больше, да, становится, на что встает стопа. А здесь вот расстояние дырочек. Это да, по расстоянию вот это сильнее доска, а по высоте вот это, да, выше гвозди. Но высота это не фактор, что не влияет на доску, насколько она сильная, да. Вот именно форма влияет. Высота просто там проводимости больше. Почему-то вот это хочу. Ага. Вот эти. Так, вот эти тогда две, да? Вот, когда ставите ноги на гвозди, на доску, да, нужно поставить посередине. То есть, чтобы нога не отвисала нигде. Ага. И как поставили, все уже стоите. Не надо там прыгать, резкие движения, они могут поранить. Вы можете пораниться. Ага. Делаем вдох, и при выдохе, допустим, вот ставим ноги, вот опору возьму с пола, и вот так стоите, начинаете выдыхать, звучать, я буду вас поддерживать. Все, да? Ага, и в начале практики мы сейчас будем делать подготовку тела. Начинаем с разминания ушной раковины. Ага. Ага. Нужно вот так прямо протирать, растирать. И чуть пусть будет больно, и боль выдыхать. То есть полностью погрузиться в эти ощущения. Потом вот так берем и, да. Ну, если там сережки мешают, можно вот немножко вот так. Не забывайте делать вдох и выдох. Ага. Чувствуете, как начинают, как будто набухание? Ага. Ага. Вот. Руки вот так, и начинаем вот как будто нам холодно. Тоже нужно выдыхать. И начинаем вот шею, да, задней части, вот сам позвоночник, не вдоль позвоночника, насколько рука
Дотягивает и доверху, прямо, чтобы было больно. Сделайте вдох. И вот так. И выдыхайте боль. Расслабляйтесь еще раз. Чувствуете здесь, как будто раскрытие, да? Теперь вот так стряхиваем руки. И поднимаем пятки и вот так стучим. Делайте. Колени, они такие мягкие. Как бы, когда вот стряхиваем руки, мы избавляемся от стресса. Это и инстинктивно, ну, от природы данная такая прямо упражнение, практика. Теперь нам нужно позвоночник все равно разогреть. Начинаем вот. Тоже выдыхайте. И потом в другую сторону. Были так хлопать. И сейчас нужно оставьте в таком же положении, в такой программе ваши ладони. Пусть там идет работа. И сейчас мы начинаем дышать. Сделали вдох, задержали дыхание чуть-чуть, потом выдох ртом. Выдох длиннее, чем вдох, на 2 раза. Старайтесь дышать животом. Сил аж нет. Так. Лаванда. Растирайте. Так, поднесите и... Руку положи на живот. Нужно дышать животом. Вдувать, как будто шар вдувается, да? Здесь диафрагмой дышим. Вдох, задержка и вот это, выдох. Во, да. Да, получается. Вдох, задержка и выдох. Выдох длиннее, чем вдох, на 2 раза. Во, молодец. Да. Это расслабляющее дыхание. На выдыхание направьте свои какие-то вот переживания или просто можно подумать о том, что у вас есть внутри, да, то, что мешает, оно выходит черным дымом, допустим, да? А с ног, с пяток заходит новая чистая энергия, свет на исполнение вашего желания. И наступаем на стоп. Первую ногу поставили. Вот так пошевелите, можете поднять, потом еще положить. Сделайте вдох. Выдох. Еще раз. Вдох. И на 3-й вдох и выдох ставим. Вторую ногу. Держитесь на меня. Вот так. Обнимите меня. Больно. Вот это все выпускаем. Не напрягаем. Думаем о цели. Я держу, я держу. Больно. Я держу. Дальше идем. Мне больно. Дальше идем. Мне больно. Очень больно. Дальше идем.
больно, не Выдыхайте, могу. выдыхайте, выдыхайте, выдыхайте. Не могу терпеть. Выдыхайте, Ай, выдыхайте. можно выйду. Больно. Ой, это физически очень больно. О. Так, это ужас, честное слово. Я думала, что я смогу, честное слово. Я реально думала, что я смогу. Я все понимала, но вот это болевое ощущение, оно полностью сбивает ритм дыхания, голова, все просто, и, ну какой-то, знаете, и тело вот здесь вот какой-то прилив невероятно, здесь что-то невероятно происходит. Здесь прилив, много всего, но сжимается просто из-за боли. Интересное ощущение. Так до сих пор даже стою, мне больно, да? Ага, мы можем на другой доске попробовать. Испытано на себе. И я говорю, у меня вроде бы здесь, и как-то невероятно что-то здесь начало происходить со мной, вот в верхней части тела. И я понимаю, что я должна расслабиться, все дела, но физическая боль, она все равно... А вообще физическая боль, она равна душевной боли и душевным переживаниям. То, что вы сегодня ощутили вот невероятную боль физическую, это у вас, в вас настолько вот много зажимов, вот блоков, да, программ, и, ну и, конечно, вот то, что у нас программа, да, вот это тоже очень, она, наверное, в большей степени вот именно вот это мешает. Сыграла, да, роль свою? Очень интересно. А вот к вам, когда приходят, да, ваши доверители, да, у всех получается после первой практики встать, да? Или все равно бывают такие случаи, когда не всегда? 99% я ставлю, да. Это очень сложный процесс. Это, я говорю, это к этому нужно действительно прийти. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, нужно понимать и глубоко осознавать, для чего ты все это делаешь. И, наверное, потом, вот как вы говорите, физическая боль, она уйдет, да? Физиологию никуда не деть. И вот эту скованность никуда не деть. Это, конечно, нужно на это и время, ну и совершенно другие обстоятельства, да, а не делая это перед камерой, как минимум, да. А если мы говорим про гвоздилежание, это тот же самый процесс? Гвоздилежание мы сейчас можем попробовать. Гвоздилежание легче дается, но боль она есть в начале, да, а потом я даю установки, веду и полностью расслабляешься, и это эффект как очень хорошего длительного массажа, да, всего тела. Давайте попробуем, может быть, и гвозди лежания получится ощутить вот так, как это должно быть в нормальном состоянии. Давайте попробуем. Испытано на себе. Не происходит такого прямо. Ага. Не бойся, не бойтесь. Ага. И нужно расслабиться. Ага. Рот открываем и выдыхаем. Звучание, какие-то звуки. Это обязательно. Ага. Тогда быстрее пройдет расслабление. Угу. Больно же, да? Ну, я бы не сказала, что прям сильно больно. Ага. Очень приятно даже, я бы сказала. Но ощущается, что ты лежишь, конечно, на иголках, да? Но в целом вот я полностью всем весом расслабилась. И я не скажу, что прям в меня впивается что-то, нет. Лучше лежать на голое тело, ну, на кожу сразу, да? Тогда, конечно, эффект еще больше. Ну, сейчас вот через одежду тоже можно, конечно. Ну, в домашних условиях лучше без одежды. Струнку внутри сделайте и стрункой тянетесь. Вверх.
Чувствуете, как расслабилось все тело? Мгм. Ага, Опять руки такие тяжелые. ага. Это приятное ощущение или... Да, да. Ага, Это приятное ощущение, вот руки прям такие ага, все. ватные. Мгм. Ага. То есть полное расслабление, да? О. Ну вот это было приятно, кстати. Можно так и в домашних условиях полежать, да? Да. Просто включить какую-нибудь музыку, да, свечи, и вот расслабление, эффект расслабления получаешь очень хороший. Вы правда сказали, что как после массажа, да? Очень хорошо. И никаких болевых ощущений, ну, может быть, просто потому что я делаю это на футболке, да? А если сделать без нее, наверное, эффект еще больше будет, да? Да, эта практика, она прямо расслабит очень хорошо, и жизнь станет Улучшится, лучше. да. А скажите, пожалуйста, вот это вот только на эту зону, да, спины мы? Да. Не поясница, ничего, только вот зона. Можно на поясницу. Можно на поясницу, да. да. Но важно, чтобы вот позвоночник, да, сам вот позвоночник, он не был. Не лежал. Ага. То есть только вот мышечный, да, Да, корсет, вот, который? ага. Но есть на позвоночнике, если болевые вот ощущения есть, ну, в кресловом отделе, да, и так далее, да, можно вот так положить. Ну, я, допустим, ложу вот так Поперек. поперек. Каждое препятствие для вас сегодня вот это гвозди, доски, да? И с каждым разом вы выдыхаете, оставляете какую-то боль жизненную, да? И наступаете на следующую, идете, растете, ну и ага, должны вот там пройти. Вот так я буду держать, чтобы с двух сторон было. Ага. И видим, куда наступаем, смотрим, ага, чтобы посередине было. Ага. Стоять, да? Вдох, выдох. Молодец. Смотри, куда наступаешь. Выдохни, выдохни. Посередине. Молодец. Давай, давай, давай. Можешь. Не могу. Давай еще пройдем. Я прошла Можешь, вот же да, несколько да, этапов. да. Это что-то невероятное. У меня аж в ушах зазвенело все. Потому Почти что дошла. да, напряженная. Почти же дошла. Я вот тут была, я уже в этот момент мозг отключился, но у меня вот звон в ушах появился. Это нормально? Как будто бы... Напряжение. Ну и, конечно, вот все равно организм получает стресс. Но У стресс меня- осознанный. Да, у меня как будто даже какой-то холод по телу идет Да. вот сейчас. А здесь какой-то как холод почему-то. Ага, ну разный спектр эмоций и чувств, ощущений, он прямо такой диапазон очень большой. Очень много. Руки в мурашках все. Да. Здесь холодок, а отсюда вот вверх что-то все поднимается у меня вот так вот. Прилив какой-то энергии или что это, я не понимаю пока, что с моим телом, потому что это непередаваемое ощущение. Такого не ощутишь нигде. И если после первого раза у меня прям как иголки были в стопе, сейчас там боли нет. Вот сейчас этой боли нет. Но то есть после первого раза у меня вот эти покалывания оставались еще долгое время в моей стопе, а сейчас их нет. Ну то есть я, конечно, там было в процессе больно, а сейчас я стою, и у меня нет уже болевых ощущений. Как-то вот эти все эмоции, которые происходят в теле, они перебивают то, что физическая боль была там. Ну вот дорожка, она другие ощущения дает, это чуть другая практика. Вот эту запомните, белую, да? Это медная доска, которая вот усиливает поток энергии оттуда, от Создателя, там раскрытие потенциала и так далее, У на меня желание. ладошки заледенели, ладошки холодные, но здесь вообще что-то невероятное в теле произошло. И сам факт того, что когда я стояла на первой досточке, я думала, я не сдвинусь. Когда я наступила на вторую и поняла, что я могу, пошла Молодец. на третью, пошла на четвертую, и тут уже все. Вот это вот все во мне стало происходить, но почему-то не хватило мне силы. Для меня вот сейчас, если бы у меня еще был час или два, для меня это было бы определенной целью, потому что вот прям задача в голове, вот эта цель, достижение, я бы не ушла отсюда, пока не прошла эту дорожку, честное слово. Но просто из-за того, что у нас, конечно, время ограничено, да, но, конечно, я все-таки, когда шла сюда, я думала, что это все намного проще, что это
все, ну так, образно, об этом много пишут, говорят, и думаю, ну что уж, я не справлюсь, что ли? Не справилась. Не справилась, но для этого, как мы уже говорили, нужно время, нужно доверие человеку, да, ну и вот то самое восприятие себя и своего подсознания, да. Спасибо вам большое, очень большое спасибо огромное. Я думаю, многие наши телезрители после просмотра нашего эфира задумаются, наверное, да, о том вообще, что в их жизни происходит, как, чего они хотят, о чем мечтают, что их отягощает, да. И, возможно, придя вот на такую интересную практику, как гвоздистояние, каждый может для себя приобретет действительно что-то новое. Вот вы уже говорите, что у многих все получается, да, и бизнес, и семья, и быт, все налаживается, да. Ну, и на вашем примере, да, можно понять, что это работает, да. Спасибо вам большое за эту практику. И я уверена, что я обязательно вернусь к ней, но уже в других условиях, а не в рамках проекта «Испытай на себе». Спасибо вам. Спасибо.